Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Рубль перешел к росту и продолжает дорожать к доллару и евро на фоне сообщений о том, что в Вашингтоне решили отложить новые санкции против России, следует из данных Московской биржи. Однако возвращается к прежним отметкам рубль очень медленно, несмотря на высокие нефтяные цены. С начала месяца рубль ослаб по отношению к доллару на 8,7%, и на сегодняшний день курс составляет 62 рубля 28 копеек. По отношению к евро на 9,3%, курс составляет 76 рублей 70 копеек. В марте в России ускорилась инфляция. Это связано в том числе с ростом цен на плодоовощную продукцию, говорится в докладе Министерства экономического развития. Картина экономики, апрель 2018. Цитата. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении впервые после 8 месяцев непрерывного снижения. Темп роста потребительских цен увеличился до 2,4% в годовом выражении в марте с рекордно низких 2,2% в январе и феврале и оказался несколько выше оценки Минэкономразвития России, говорится в докладе. Однако, как подчеркивает Минэкономразвития, мартовские данные пока не позволяют говорить о выраженной тенденции к увеличению инфляционного давления в экономике. Средние цены на авиабилеты из-за колебаний курса рубля вырастут на 6-7%. При этом почти 60% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу. Об этом говорится в вопросе РИА Новости. На минувшей неделе, когда курс рубля резко упал к доллару и евро, россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж, а бронирования упали на четверть. 58% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют. При этом 11% считают курс высоким уже сейчас. Еще 31% откажется от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Тех, кто поедет за границу при любом курсе, 21%. Суммарная задолженность по зарплате в Российской Федерации за март выросла на 65 миллионов рублей или на 2,3%. И на 1 апреля составила 2 миллиарда 860 миллионов рублей, сообщил в понедельник Росстат. В феврале, как ранее сообщало ведомство, задолженность по заработной плате в Российской Федерации выросла на 4,5% до 2 миллиардов 795 миллионов рублей на 1 марта. Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1 миллиард рублей или 35,2%. На долги, образовавшиеся в 2016 году и ранее, 1 миллиард 169 миллионов рублей или 40,9%. Перспективы газификации сибирских регионов, связанные со строительством газотранспортной системы «Сила Сибири», разработкой новых крупнейших газовых месторождений Кавыктинского и Чьянтинского и других. В дальнейшем планируется объединить единую систему газоснабжения с газотранспортными системами Восточной Сибири и Дальнего Востока, что даст дополнительный импульс газификации сибирских регионов. Об этом было заявлено на Национальном нефтегазовом форуме «Нефтегаз-2018», который сейчас проходит в Москве. Алроса реализует программу перевода автономных котельных и электростанций на альтернативные виды топлива, доступные на территории присутствия компании. Это позволит компании снизить операционные расходы в течение ближайших 10 лет более чем на 5 миллиардов 300 миллионов рублей. В течение 2018 года Алроса планирует построить газовую котельную в поселке Алмазный в Мирнинском районе, отказавшись от эксплуатации котлов, работающих на нефти. В селе Арылах уже построена газовая котельная, что позволило снизить годовое электропотребление более чем на 40 миллионов киловатт-час. Также компания реконструирует дизельную электростанцию Нюрбинского ГОКа. Якутскэнерго объявила акцию, в рамках которой исполнители коммунальных услуг, то есть управляющие компании и товарищества собственников жилья, смогут погасить задолженность за энергоресурсы без уплаты пени. Акция проводится с 16 апреля по 31 мая во всех районах республики, входящих в зону обслуживания энергокомпании. На начало апреля задолженность УК и ТСЖ перед энергетиками за электроэнергию и горячее водоснабжение превысила 352 миллиона рублей, в том числе пени порядка 44 миллионов рублей. Якутскэнерго регулярно составляет так называемый антирейтинг, в который включает должников из числа управляющих компаний и ТСЖ. Билеты на речные перевозки до Витима, Пеледуя, Хамры и Ярославского из Ленска подешевеют в 2 раза этим летом. На субсидирование перевозок из районного бюджета планируется выделить 10 миллионов рублей. Если раньше до Витима в одну сторону билет стоил 4,5 тысячи рублей, то летом 2018 года ориентировочная стоимость составит 2250 рублей. До Пеледуя вместо 4100 рублей около 2000 рублей. До Ярославского чуть более 1000 рублей вместо 2250. До Хамры около 900 рублей вместо 1850. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических новостей на Якутия 24.